должен найти свое место в этой войне, которую развязала Россия. Война, война, устали. Да, война. Про другое невозможно говорить. Хотим мы этого, не хотим, они нас настигнут. Здесь, в Европе, где бы вы ни были, это вас настигнет. Вы от этого никуда не убежите. Как найти свое место? Тому вообще харам. Нельзя выходить на путь сражения. Толку от него не будет. Точно не надо выходить. Стойко, не поворачиваясь, не отворачиваясь и не убегая с поля боя. И это то, с чем столкнулись мусульмане Украины при полномасштабном вторжении 24 февраля. Как может не считаться шахидом тот, кто умер от мечей врагов? Не бывает в жизни, в которой мы живем, этот на пути Аллаха, этот тагут. Тот, кто так судит, и бывают мусульмане, которые выходят на путь Аллаха, он стремится к лику, он хочет трофей. То есть хочет заработать человек, у которого в намерении есть это. Дорогие братья, каждой душе присуща мне, тебе, нам всем, каждой человеческой душе, каждой человеческой природе присущи некие особенные, некие качества. В частности, скупость. Об этом говорит в различных аятах Всевышний, так? Всевышний говорит: душам свойственна скупость. Поэтому Всевышний говорит: а те, кто уберегся от собственной скупости, алчности, то те преуспевшие. Присуща торопливость каждой человеческой душе. Поспешность, торопливость, так Всевышний говорит: хуликаль инсану мин аджаль. Человек сотворен нетерпеливым. Еще лучше природа человеческая описана в суре Аль-Мааридж, суре ступени. Так Всевышний говорит: инналь инсана хулика галуа. Поистине человек создан нетерпеливым. Галуа, нетерпеливый. Поспешный. Беспокойным. Иза массаху шарру джазуа. Беспокойным, когда его касается беда. Ва иза массаху л-хайру мануа. И скупым, когда его касается добро. Именно так, дорогие братья, человеческая душа, она устроена так, что ее постоянно беспокоит. Беспокоит то, что может навредить ей. И это в какой-то мере вполне естественные вещи. Это проявление инстинкта самосохранения, но в какой-то мере. Это может быть и страх. Страх перед неизвестностью. Это касается сейчас многих, кто выезжает. В частности, с Крыма, да, когда их мобилизируют насильно и так далее. Человек выезжает неизвестно, он боится. Боится остаться без крыши. Боится остаться без крова, боится, переживает, что не прокормит семью и так далее. Все эти страхи, как я подчеркнул, они имеют место быть. И это нормально. И тем более, особенно в военное время, во время войны. Но при всем этом человек должен быть бдителен. Мы обязаны быть бдительными. Должны быть бдительными к тому, что беспокоит нас сердце. Как оно нас беспокоит? Так как каждый из нас может легко пасть жертвой. Пасть жертвой своего эгоизма. Пасть жертвой своих комплексов, своих страхов, бушующих, необузданных. Из-за отсутствия чего? Элементарно. Здоровой веры в предопределение Всевышнего. Нормального, сбалансированного понимания вопросов када валь кадара и так далее. Это процесс, нескончаемый процесс, за которым каждый человек должен следить, отслеживать себя и свое внутреннее состояние. Того, кого Аллах наставил на истинный путь, никто уже не собьет с этого пути. Того, кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. Дорогие верующие, твердость на этом пути, прямота на этом пути, это очень важно, поскольку наши сердца, они в повелении Всевышнего.
И поэтому очень часто, как это об этом упоминается в одном из хадисов, было, что было, когда спросили об этом Саляма. Я умаль-муминин, о мать проверенных, ма кяна аксару дуай расуль. О чем чаще всего пророк саллаллаху молился? И она сказала, когда он был у тебя, она сказала, чаще всего он говорил, я мукаллибаль кулуб, о переворачивающий сердца, саббит кальби аладин, утверди мое сердце на пути следования твоей религии, на пути прямом. О Аллах, сделай нас искренними рабами на твоем пути. Дорогие братья, в прошлые разы мы говорили о том, что каждый должен найти свое место в этой войне, которую развязала Россия. Извините, у меня язык не поворачивается, говорит о чем-то другом. Некоторые братья говорят, война, устали. Да, война. Про другое невозможно говорить. Не получается говорить. И мы говорим о глубинах религии на самом деле, через призму войны. Хочет он этого или не хочет, он должен найти свое место в этой войне. И мы упомянули о том, что это место зависит от «если», которых может быть десяток, несколько десятков, может быть тысячи. И это место каждый должен найти сам. Сам. Это должно быть индивидуальное его решение. И это не обязательно участие на нуле, как сейчас принято говорить. Да? Быть в зоне боевых действий. Нет, не обязательно. Это вовсе не обязательно. Более того, я вам так скажу. Помимо того, что вы уже поняли, да, что это может быть участие. Место в войне это может быть участие. Более того, я скажу, этим местом может быть просто дуа. Просто дуа и не мешать. Не мешать, быть в стороне. Это тоже место в этой войне. Не мешать тем, кто вступил на путь сражения, кто решил для себя, принял намерение и пошел на этот путь. Об этом И это тоже джихад, я так даже скажу. Это тоже джихад. Но объясню чуть позже. Так вот. Каждый из нас должен найти свое место в этой войне, поскольку эта война, ее последствия, хотим мы этого, не хотим, они нас настигнут. Здесь, в Европе, где бы вы ни были, это вас настигнет, поскольку это уже переросло в локальный какой-то конфликт. Вы от этого никуда не убежите. Как найти свое место, дорогие братья? Как определить свое участие? Дорогие верующие, любому осознанному слову, действию предшествует мысль, а потом еще и намерение. Так устроен человек, так устроены мы. Так принимаются наши деяния, как об этом сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Иннамаль а'малю бинният. Все вы знаете этот хадис. Поистине все дела оцениваются по намерению. Это настолько важно в нашей религии, в исламе, что праведные ученые говорили о чем? Они говорили, что это каида мин каваиди ислам. Это есть основное правило ислама. Ва аслун мин усули шариа. Это основа исламского права, шариата. Хатта кила иннаху thuluthul ислам, thuluthul илм. Даже некоторые ученые сказали, это 1/3 всего ислама. Понимание всего ислама. Дорогие братья, дорогие верующие, правильное намерение – это и есть истоки великого джихада, про который мы говорим. На джума. И в то же время кривое, искаженное намерение – это и есть начало всех бед, которые постигают верующих, выступивших на путь сражения, на путь борьбы, на пути Всевышнего фисабилия, и не выступивших даже. Как выступивших, так и не выступивших. Почему? Да потому что мы, мусульмане, зеркало друг другу. Хотим мы этого, не хотим, мы связаны друг с другом. То, что каждый из нас имеет свое место в обществе, какое-то уважение, какой-то авторитет, какой-то круг своего общения. Все, что мы говорим, все, что мы распространяем,
свои мысли, свои размышления, свои сомнения, свои подозрения, оно начинает волнообразно действовать на всех остальных. Поэтому, более того, очищение этого намерения, про которое мы сейчас заговорили, это и есть суть веры. Независимо от того, джихад это или не джихад, смотрите. Очищение намерения, это и есть суть веры. Это и есть ихляс. Ихляс как переводится? Халюса, быть чистым. Ихляс очищать. Что очищать? Намерение, очищать веру. Это суть веры. И поэтому джихад, обратите внимание, что пророк сказал? Вирвату санами. Как в известном хадисе. Аля ухбирука бирасиль амр. Не сообщит ли мне тебе об основе положения? Что это? Куллихи ва амудихи. Ва зирвату санами. Культу баля я расуль. Я сказал, да, конечно. Он сказал, расуль амриль ислам. Основа положения ислам. Амудуху сала. Стержень. Намаз. Ва зирвату санами. И джихад. Вершина айсберга. Пик Эверест. Это джихад. Именно поэтому пророк саллаллаху говорил, поистине все дела принимаются по намерению, как это об этом мы сказали чуть выше. Именно в этом ключе следует понимать слова посланника Аллаха саллаллаху в контексте джихада, когда он сказал, когда его спросили о человеке, который сражается из-за того, чтобы показать свою храбрость, да? Или который сражается из-за каких-то там своих мотивов, фанатизма какого-то, я не знаю, еще чего-то. Ваюкатилю рияан, или из-за лицемерия и так далее. Эйюзалика фи сабилилля, он сказал, все вы знаете этот хадис, 99,9% знают этот хадис. Он сказал, ман каталя литакуна келиматуллахи хия ля-улья, фахуа фи сабилилля. Тот, кто сражается для того, чтобы возвысить слово Аллаха, тот на пути Аллаха. Но это же не все. Это не все, дорогие братья. Это не все. Так вот, когда заходит речь про намерение, опять же, многие из нас могут оказаться жертвой своей человеческой природы, о которой мы говорили. Могут оказаться жертвой непонимания действительно. И это очень часто происходит. Непонимание того, что вокруг происходит. Непонимание, незнания, элементарно незнания Корана, текстов, хадисов, мнения ученых и так далее. Классических ученых, признанных, величайших ученых. Но при этом, как я уже говорил, да, начинают говорить, размышлять, да нет, это не джихад на пути Аллаха, это не то, оказавшись жертвой. И происходит разложение, к сожалению. Каким должно быть намерение вышедшего на путь сражения, дорогие братья? Все, конечно, скажут, я знаю, и приведут выше приведенный хадис, и на этом закончат. Как правило, все верно. Вершина этот хадис. Все вокруг него, он стержень. Это все правильно. Но, как я уже упоминал в начале, человеческая душа имеет много особенностей. И крайне редко мы, люди, мы живем на этой земле, идем на этой земле, ходим на этой земле. Крайне редко бывает так, чтобы это намерение было кристально чистым. Это очень редко бывает. И это не мое умозаключение, поверьте мне. И эта проблематика, про которую мы сейчас говорим, она не коснулась только нас сегодня, да, во время этой войны. Она коснулась мусульман еще давным-давно тогда. Ее разбирали давным-давно тогда. Обратите внимание. Величайший ученый муджахид. Ибн ан-Нухас, рахимахуллах. Размышляя над этим, что он говорит? Он говорит, фа'аля минна ану'ан-ния, знай, виды намерений, фил джихади ля танхас. Что касается джихада, не могут быть чем-то одним. Их много. Поскольку цели могут быть разные. Однако мы упомянем основные намерения. Он упоминает 8 или 9 намерений. Забегая вперед.
И на эти вот основные, которые он напоминает, можно делать кияс, аналогии проводить с другими намерениями. Их очень много может быть, он это имеет в виду. Вот тауфику билля, говорит тауфик от Аллаха, успех от Аллаха. Далее он говорит про первый вид намерения. Это безвозмездное стремление к лику Аллаха с целью возвеличить, возвысить слово Аллах. Это то, что все знают. И то, что все говорят, и рубают всех остальных, не понимая вообще действительности и все остальное, как мы уже это говорили. Да? И он об этом говорит в конце. Что говорит? وَهَذَا عَزِيزُ الْوُجُودِ نَادِرُ الْإِمْكَانِ. И это нечто великое, да. Но надиру лимкян, это редко встречается. Крайне редко можно найти такого человека с таким кристально чистым намерением. Это говорит Ибн Нухас, это не говорю я. Прошу меня услышать. Рахимахуллах. Какие же намерения могут быть у муджахида? Того, кто вышел на путь Аллаха, кто вышел сражаться на пути Аллаха. И какие из них будут приняты Аллахом, а какие отвергнуты? Далее Ибн Нухас, рахимахуллах, рассуждая над этим, он говорит, второе намерение, это может быть ревность за ислам. Стремление возвысить слово Всевышнего, возвеличить веру, унизить неверие и так далее. Он об этом размышляет и говорит, وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْجِهَادِ غِيرَةُ الْإِسْلَامِ وَالْحِرْصِ عَلَى أَعْلَى كَلِمَةِ اللَّهِ وَإِعْزَازِهَا وَإِذْلَالِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ. Мы это уже перевели. وَهَاتَانِ النِّيَّتَانِ لَا شَكَّ فِي صِحَّتِهِمَا. И в двух этих намерениях нет сомнений, не может быть сомнений. وَلَا رَيْبَ فِي الْفَوْزِ عِنْدَ اللَّهِ بِهِمَا. И нет сомнений в том, что это есть человек, если выйдет с таким намерением, умрет, что он заполучит, то есть шахаду заполучит у Аллаха. Далее он говорит про третье намерение. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْصَدُ بِجْهَادِهِ الْجَنَّةَ وَثَوَابَهَا. Бывают люди, которые выходят, и у них что? В намерении заполучить рай, награду рая. وَكَوَاعِبَهَا. То есть получить награждение от Всевышнего. Это жены, хурулаин и так далее и тому подобное. Все, что упоминается в текстах. لَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْبَتَّ غَيْرَ الدَّفْعَ وَالنَّجَاءِ مِنَ النَّارِ. И спастись от огня. То есть хочет рай и хочет спастись от огня. وَعِقَابَهَا. Хочет себя спасти от наказания и тому подобное. И он говорит, هَذَا هُوَ الْأَغْلَبُ وُجُودًا. И это больше всего встречается именно это. То есть люди, когда выходят с намерением, этот ученый, он умер на пути Аллаха. Муджахид. Это чуть ли не самый-самый-самый известный ученый в вопросах джихада, который написал книгу Машарик Ашвак. Далее он говорит про четвертое намерение. وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا دَهَمَهُ الْقِتَالِ يُقَاتِلُ مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ. И среди людей есть те, которые сражаются, встречая лицом к врагу, то есть имеется в виду стойко, не поворачиваясь, не отворачиваясь и не убегая с поля боя. وَلَيْسَ لَهُ نِيَّةُ الْبَتَّ غَيْرَ الدَّفْعِ عَنِ نَفْسِهِ. И нет у него намерения никакого, кроме как защитить самого себя. И это то, с чем столкнулись мусульмане Украины при полномасштабном вторжении 24 февраля. И это то, о чем я говорил в своих обращениях, заявлениях. Когда человек сражается за свою жизнь, за свою семью, за свою честь, за свое имущество и так далее. Это то, с чем столкнулись, в принципе, 8 лет тому назад в Крыму. Крымские татары, мусульмане Крыма. Откуда началась война? И далее он говорит, Ибн Нухас. Что он говорит? То есть он говорит о том, что это намерение, вада карибу мин асхаба ния салиса, к предыдущему намерению. Хотя по своей ступени, имеется в виду по мере вознаграждения, да, у Всевышнего, оно не такое. Лейса мисляху. Вахуа шахид. То есть если человек умрет с таким намерением, он шахид. Он шахид. Потому что тот человек, который защищает себя от разбойников на дороге, он считается шахидом. Как может не считаться шахидом тот, кто умер
от мечей врагов. Вопрос, конечно, риторический. Баль хуа шахидун фил фадли валь хукм, заключает он. Он есть шахид по достоинству того поступка, который он совершает, и по хукму. Далее Ибн Нухас, рахимахуллах, говорит про пятый вид намерения. А может уже шестой. Смотри, как читать, да? وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْرُجُ إِلَى الْجِهَادِ مُكْثِرًا سَوَادُ الْمُجَاهِدِينَ لَيْسَ لَهُ نِيَّةٌ لِأَنْ يَقْتُلَ وَلَا يُقْتَلْ. И бывает среди людей, такие тоже бывают. Это было тогда, и это может быть сейчас. Кто выходит на джихад, примкнув к мусульманам. Дорогой брат, уважаемый брат, которого мы любим, знаем, которому доверяем, вышел на джихад. Имеет знания религиозные и так далее. Ты ему доверился, примкнул к нему, чтобы яксиру савадуль муслимин, увеличить количество мусульман. Что говорит по этому поводу? Хотя у тебя ты глубоко не задумываешься над этим. Ты не задумываешься над тем, что ты убьешь или будешь убит и так далее. Нет, ты доверяешь и примыкаешь. Что говорит об этом Ибн Нухас, рахимахуллах? Он говорит, «Вахада ида кутиля шахид». И этот человек, если будет убит на этом пути, он тоже шахид. «Лианна ман касура савада каумин кассара савада каум фахуа минху». Потому что тот человек, который увеличил количество мусульман, он считается одним из них. Далее он говорит про шестое намерение. وَمِنْهُمْ مَنْ يُجَاهِدُ وَنِيَّتُهُ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى وَنَيْلُ الْغَنِيمَةِ جَمِيعًا. И бывают мусульмане, которые выходят на путь Аллаха, он стремится к лику, он хочет трофей, то есть хочет заработать. Такое сейчас тоже может быть. И тут, конечно, начинается тоже размышление вокруг всего этого. Одни ученые, он говорит о том, что говорят, но их мало, что это шахада не принимается. Почему? Потому что есть известный случай, когда пришел человек к пророку и сказал: «О посланник Аллаха, мужчина хочет выйти на путь джихада, и он хочет получить нечто корыстное из этой жизни. Арадан минад дунья. Скажи, то есть каково его положение?» Пророк сказал: «Ля аджра ляху». Нет у него вознаграждения. И когда он вернулся, и люди узнали об этом, я же говорю, мы же общаемся и передаем, да? И он тоже пришел и сказал, и люди узнали об этом, сподвижники другие узнали об этом. И они сказали: нет, ты, может быть, не объяснил пророку, ты, может, что-то не досказал, может, он тебя не понял, иди вернись, спроси еще раз. Он пошел еще раз спросил. То же самое сказал. Человек хочет выйти на путь сражения, но хочет что-то корыстное, мирское. Пророк то же самое сказал. Ля аджра ляху. И он опять вернулся, и люди расспросили, он сказал, пророк так сказал. Они сказали: нет, сподвижники сказали. Ты, может, все-таки опять что-то не так объяснил? Иди еще раз. И пророк повторил эти же слова. Из-за того, что пророк трижды повторил эти слова, те, кто прямо понял эти слова, сказали, что человек, у которого в намерении есть это, хочет заработать, хочет трофей, то это намерение у него не принимается. Но Ибн Нухас что говорит? Ибн Нухас говорит: нет, большинство ученых говорят, что это намерение принимается. И это правильное мнение. Почему? Потому что пророк, когда сказал «ля аджра ляху», имел в виду, как это поясняют комментаторы фи шурух аль-хадис, да, в толковании к этому хадису, он имел в виду, пророк имел в виду, «Эй лам якун аджру каман хараджа фи сабилихи халисан ли ваджхи Аллахи та'аля». То есть нет такого вознаграждения, подобно тому вознаграждению того человека, который вышел на путь Всевышнего исключительно искренне. То есть первый вид намерения. Естественно, его намерение не может сравниться с этим намерением. А почему так? Потому что совокупность коранических текстов сунны указывает на это. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Минкум ман юриду дунья, минкум ман юриду лахара». Среди вас есть те, которые хотят дуни, среди вас есть те, которые хотят грядущую жизнь. Ибн Нухас, подчеркивая правильность этого мнения, заключает, он что говорит? Он говорит о том, что
ссылаясь, кстати говоря, на слова Абу Хамид аль-Газали, худжатуль ислам, называет его худжатуль исламом. И он говорит, Абу Хамид аль-Газали сказал в своей книге «Ихья» фи китаб аль-амри биль-ма'руф وما عندي أن الغزاة لا يدركون في أنفسهم التفرقة. Потому что те, которые выходят на путь Аллаха, на путь, то есть битвы и сражения на пути Всевышнего, они не могут различить, где они могут заработать, где не могут. В большинстве случаев. وَيُبْعَدُ أَنْ يُقَالْ, это слова Абу Хамида, и скорее всего, и это и редко возможно, وَيُبْعَدُ أَنْ يُقَالْ إِدْرَاكْ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ يُحْبَطُ بِالْكُلِّيَّةِ ثَوَابَ جِهَادِ. То есть сложно себе представить, чтобы из-за вот этого предположения, которое практически невозможно, чтобы их вознаграждение отсутствовало при джихаде. Как же выявить эту грань? Да? Как выявить эту грань? Балиль адлян юкаль. Это слова Абу Хамид аль-Газали. Он говорит, справедливым правильно сказать инкян аль-ба'ифуль асли. То есть, когда принимается намерение, когда у человека есть намерение заработать, получить трофеи от джихада, а когда не принимается. Если основное намерение у человека, аль-ба'ифуль асли, валь-муз'иджиль кауи, доминирующее, хуа и'аля калиматуллахи та'аля, это стремление возвысить слово Аллаха, тогда оно принимается. А когда не это, а заработать, тогда не принимается. Кстати говоря, если брать пример из нашей жизни, провести некую аналогию, да, некоторые братья мобилизированы, где-то оказались. Им что-то не нравится. И они раз задумались, а может туда перевестись? Это то, что рассказывают, да? А когда звонят, спрашивают, а там как вообще? А там какие условия? Но, смотрите. Эту грань, что является основным намерением человека? Трофей или лик Аллаха, да, это тут смешано. Это между рабом и Всевышним. Это сам человек может только определить. Это никто не определит. И это есть великий джихад, про который мы говорили в самом начале, всегда говорим на джума. И далее Ибн Хаз заключает, وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِأَنَّ هَذِهِ نِيَّةٌ صَحِيحَةٌ. И это прямое заключение Абу Хамида аль-Газали о том, что ния такого человека, который вышел на путь Аллаха, и у него в намерении есть, да, есть это присутствует, он хочет заработать. Это намерение правильное. وَمَنْ قُتِلَ بِهَا فَهُوَ شَهِيدٌ. И тот, кто умрет на этом пути с таким намерением, он шахид. وَلَكِنَّهُ أَنْزَلُ رُتْبَةً. Однако он меньше по своей степени перед всеми остальными намерениями. Далее Ибн Хаз говорит, وَكَذَلِكَ صَرَّحَ الْقُرْطُبِي بِصَحَّتِهِ. И точно так же заявляет о правильности этого намерения величайший имам Муфассир аль-Куртуби, рахимахуллах. И более того, то есть он приводит пример, когда Пророк вышел, чтобы захватить верблюдов Абу Суфьяна, когда тот еще не был мусульманином. И он приводит аяты из Корана, где Аллах Субхану ва Тааля побуждает к трофеям. И он говорит, Ибн Хас, рахимахуллах, говорит, невозможно себе представить, чтобы Аллах чему-то побуждал, а его пророк потом говорил, что это не действительное намерение. Надеюсь, вы поняли логику. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах принимает наши мольбы. Я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. И далее Ибн Хас говорит в своем размышлении, наверное, и среди людей есть те, которые выходят на путь Аллаха, и он ничего не хочет, кроме того, чтобы заработать трофей. Естественно, такое намерение, оно не принимается. Еще можно было бы много говорить об этом на самом деле, с подробностями, с углублениями и так далее. Я просто копнул для того, чтобы было представление. Так вот, как видите, дорогие братья, виды намерений у тех, кто задумался, вознамерился выйти на путь сражения, могут быть разными. Не бывает в практической жизни, то есть в жизни, в которой мы живем, это белое, это черное, этот на пути Аллаха, этот тагут. Так не бывает, это сложно. Сложно. Тот, кто так судит,
Он незрело судит, вы должны понять. Он либо обманут своими особенностями души, про которые мы говорим, либо у него нездоровое представление, отсутствие веры, предопределение имана, укадара, отсутствие понимания глубины текстов Корана, Сунны, мнений ученых и так далее. Как можно выявить свое намерение? Его можно выявить, то есть определить его, занимаясь своей собственной душой. Это дело каждого, как я уже упомянул. Это дело раба Аллаха и Всевышнего. И это есть великий джихад, поэтому табиуны, это не слова пророка, табиуны говорят о том, что это великий джихад. Тот, кто не справляется с этим великим джихадом, не может выявить свое определенное это намерение, окутан пластами подозрений, сомнений и так далее, тому вообще харам. Нельзя выходить на путь сражения. Толку от него не будет. Да и потом, он не справился со своей душой. Кем он умрет? Точно не надо выходить. Его джихадом будет продолжать копать свое намерение, анализировать свое намерение, искать свое место в войне. Но самое главное, его джихадом будет что? Не мешать другим. Не наносить вред другим, кто определился, вышел на этот путь. Вот что важно. Не разносить свои сомнения, не разносить свои подозрения. Потому что он может навредить. Навредить тем, кто вышел на этот путь. Может навредить вообще, в принципе, авторитету, лицу мусульман, ислама и так далее. Во всех этих событиях, которые всегда находятся в топ-повестке. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он укрепил наши стопы на пути следования Его религии, ислама. Пусть Всевышний Аллах сделает нас искренними своими рабами.